Заново худут СМБНА. Сегодня хочу поговорить о будущем пост России, насколько его вижу я, моя точка зрения на то, что будет происходить в дальнейшем. И, на мой взгляд, вариантов развития на самом деле не так уж и много. Понятное дело, что мы приближаемся медленно, но верно к распаду так называемой Российской Федерации. На самом деле это, конечно же, не Российская Федерация, это, по форме это не федерация, это унитарное государство, когда все контролируется из одного, управляющего органа. У нас, получается, представлена Москва как главный такой оккупант, главный, можно сказать, центр управления, и все остальные республики, народы находятся в подчиненном положении. Ну и смотрите, получается, само направление, сам вектор, который выбран был в 90-е годы, он был неправильный. То есть вместо того, чтобы создать действительно федерацию, создать равные условия для всех народов, для всех республик, Россия, и в целом русский народ выбрали совершенно другую стратегию, выбрали путь, как им казалось, возрождения Российской империи. И это, очевидно, был гибельный и, конечно же, неправильный выбор, не тот вариант, который надо было выбрать. И мы сейчас видим закономерный результат, когда империя, она не зря называется недоимперия, то есть фактически она представляет из себя просто мыльный пузырь, когда у нее нет фактически никакой идеологии, никто не готов, вот как мы разговаривали, умирать с именем Путина или еще кого-то, да, или там, допустим, кто там есть-то, Володин, да, с именами этих людей на устах умирать там в боях за Украину. Да и многие люди, в принципе, и не понимают, кто идет на войну, зачем нужна, в принципе, эта война, для чего все это. Они идут туда просто, по моему большому мнению, только из-за денег и потому что система образования настолько сейчас плохая в нынешней так называемой Российской Федерации, что, в принципе, люди даже особо и не думают, не размышляют, для чего надо идти. Просто им сказали так из телевизора, и люди, получается, ничего не думая, не обдумывая, не размышляя, просто слепо идут и повинуются приказам. И перейдем уже к более такой, наверное, практической точки зрения. Видео называется «Как выживать в современной, в будущей пост России». То есть, конечно же, не будет никакого прекрасной России будущего, ничего такого не светит. Светит что? На мой взгляд, всего два варианта. Первый – это, вариант на самом деле всего лишь один, просто два разных, вариации, да. Это, конечно же, распад, но в двух вариантах. Либо это сразу будет распад через какое-то время, экономический кризис, политический кризис, и либо медленное, либо быстрое расползание республик, объявление независимости, и все. Больше такого проекта неудачного, как Российская Федерация, больше не будет существовать. Будут существовать отдельные государства. Пост России, да, так скажем. И второй вариант – это, возможно, более, к сожалению, более он будет вероятный, что ли. Это сперва превращение вот этой вот нынешней Российской так называемой Федерации в Северную Корею 2, и затем, так как
кто будет кормить эту Северную Корею, не совсем понятно. То есть тоже в будущем ее ждет также распад, но через какое-то, к сожалению, время. Сколько оно займет по времени, да, вот это вот Северная Корея 2, я сказать вам не могу, но такой вариант вполне возможен. Давайте теперь поговорим о причинах. Я вчера на стриме об этом, да и не только вчера вообще, очень много об этом говорю. Все-таки, смотрите, вообще были ли в истории России какие-нибудь моменты, когда общество начинало, как сказать, заявлять о своих правах, бороться за них, за свои права, свободы, могли выбирать, а не просто ждать какого-то назначенца. Таких моментов в истории России, конечно же, никогда не было. И в обозримом будущем такого мы тоже не предвидим. То есть никаких исторических, как сказать, параллелей, каких-то исторических примеров у нас нету, не на что рассчитывать на самом деле. И будем просто в истории даже ближайшего времени смотреть, что было и к чему все это приведет, вся нынешняя ситуация. Ну, я, как уже сказал, все в конечном итоге приведет к распаду. Да, ладно. Ну, причины, да. Главная причина, смотрите, в свое время, да, вот я пример тоже приводил. В принципе, Южная Корея, как и Россия, можно сказать, стартовали практически одновременно. Посмотрите сейчас, да, состояние Южной Кореи и состояние нынешней Российской так называемой Федерации. Ну, это совершенно два разных государства, два разных общества, наверное, по многим параметрам, я даже не знаю, что может их объединять, но нынешняя Россия – это абсолютно нищая, забитая, полуголодная страна, которая находится на грани экономического коллапса. Южная же Корея, наоборот, процветающая, богатая страна. Да, есть свои, конечно, тоже проблемы, но все равно мы сравнить ее по каким-то показателям ну, совершенно не можем с Россией, да. Так, причины какие? Все-таки, я так думаю, на самом деле не зависит это от какой-то сторонней помощи, потому что Америка очень сильно также помогала России и гуманитарной помощью, и деньгами, и вообще инвестициями, но, к сожалению, не только Америка, вообще Европа, многие страны, Япония, но ничего, как бы сказать, в результате не случилось положительного в России. То есть, значит, дело не только в деньгах. То есть дело, я даже наоборот скажу, дело совсем не в деньгах. А дело в чем? Дело, я думаю, в национальном, получается, характере, в самих людях. По большому счету, ну вот что мешало России стать нормальной страной? Демократической, богатой, которую уважают другие народы, другие страны. Ничего не мешало. Но, тем не менее, она выбрала совершенно другой путь изоляционизма, показной какой-то, вот, как сказать, якобы мускулинности, проявления якобы силы, но в конце концов оказалось, что за демонстрацией вот этой вот силы, нарисованных этих мультиков, ничего не стоит. Ну и надо сравнить, конечно, общество само, на чем всегда держалась Россия. Да? Россия всегда держалась на крепостном праве, ну, грубо говоря, на рабстве. И не было никакого эволюционного, получается, периода, когда Россия смогла бы из рабства выйти, ну, хотя бы феодальное какое-то общество. Оно в этом, в рабском таком положении и остается, и как бы ей ни помогали, что бы ни делали, но пока вот этого вот эволюционного, получается, скачка не произойдет, ничего
не изменится, потому что люди сами, получается, в 90-х годах хотели сильной руки, хотели, чтобы за них кто-то что-то решал, хотели вот этой вот, как сказать, показной мускулинности, хотели вместо того, чтобы нормально жить в мире со всем миром, они хотели демонстрировать, ну, пугать всех оружием и так далее. И до сих пор вот это вот продолжается, как сказать, в соцсетях. Но я понимаю, что это заказное все, конечно, но тем не менее пугание всякими орешниками и так далее. Ну, то есть вместо того, чтобы гордиться чем-то полезным, нужным, понимаете, вот эта вот пропаганда идет. Типа мы нищие, бедные, но зато у нас там орешники есть или еще что-то, да. Ну, вот. Такой выбор у людей. К сожалению, я так думаю, об этом просто в 90-е, видимо, не говорили, никто этому значения не придал. И вот совершенно неверный выбран был путь восстановления этой недоимперии. И к закономерному результату мы, конечно, подходим. А надеяться на то, что общество, в котором нет гражданских институтов, сможет как-то предотвратить будущую катастрофу, никаких надежд на это нет. То есть вот эта вот страна наступит на те же грабли, что и в 90-е, но ситуация будет намного хуже, потому что сейчас уже такой поддержки от западных стран, я считаю, уже не будет. Все-таки Советский Союз это была другая страна, хотя тоже, я думаю, они много приносили вреда нормальному цивилизованному обществу. Но сейчас ситуация все-таки другая, хотя и, что интересно, российские власти все-таки сменили риторику, они уже... Вот недавно был же интервью Лаврова Карлсону, заявляют, что Россия не воюет с Америкой, не с НАТО, то есть они уже, понятное дело, сдают назад, понимают, что ситуация очень тяжелая для них, плохая, и, конечно, они западному, как бы сказать, обществу дают сигналы о том, что они готовы сдавать назад, идти на уступки, ну, потому что понимают, что экономическая ситуация очень тяжелая, и не ровен час, когда начнется кризис, дефолт и все, что было, в общем, в 90-х годах. Ну ладно, причину я уже указал. Это само общество, несмотря на то, что огромные финансовые вливания были со стороны Запада, Европы, нормальных цивилизованных стран, в России ничего, никаких перемен не произошло, потому что сам народ не перешел стадию от рабского общества к какому-то более цивилизованному. То есть вот как были крепостные люди, так они и остались. И вся надежда только на то, что при распаде государства это общество в будущем сможет провести вот этот вот эволюционный какой-то скачок и стать нормальным. Но как-никак все-таки у нас один континент, и хотим мы того или нет, нам придется и Украине, и нам, и Татарстану, всем, в общем, республикам соседствовать с вот этими людьми и как-то налаживать с ними контакты. Ну и хотелось бы, чтобы это были не какие-то агрессивные, злые, недовольные, обиженные люди, а, по крайней мере, люди, которые бы не... Ну, понятное дело, у них не должно быть ядерного оружия, там, армии и так далее. Какие-то дружелюбные, нормальные, адекватные люди. В общем, как-то так. Да, пусть они не будут там какими-то, не знаю, ну, пусть они будут, в общем, хотя бы нормальными, хотя бы, чтобы не мешали никому, никуда не встревали, ничего там, ну, вот как-то так. Вы поняли, наверное, мои мысли. Ладно, ну, давайте теперь поговорим прямо совсем уж практически. Спустя 14 минут видео, записи видео. Ладно, поговорим о тех исторических, получается, примерах, которые у нас на виду, которые все помнят. И коснемся, наверное, трех главных, получается, вещей. Первое – это
что делать, когда начнется кризис, когда начнется распад, когда, ну, очень тяжело будет жить в пост-России. Первое, я считаю, это надо жилье, которое у вас есть, постараться поменять на частный дом, то есть деревянный, либо вообще переселиться, возможно, в какую-то сельскую местность, но которая рядом с городом находится. Потому что, ну, понятное дело, начнется безработица, начнется невыплата зарплат, невыплата пенсий. Те же самые процессы, что и в 90-х годах были, поэтому надо к этому морально уже сейчас подготовиться, и вместо того, чтобы там потом сидеть, рвать на себе волосы, пить водку и вообще, как сказать, деградировать, да, нужно просто к этому подходить с трезвой головой и, ну, надеяться и понимать, что все-таки это не навсегда. Особенно это касается наших республик, потому что, ну что, нам надо надеяться, ну как надеяться-то, и делать все, чтобы пережить вот этот вот тяжелый период времени и начать строить наши независимые республики. Ладно, то есть жилье, я считаю, ну особенно нашей республики, да, надо стараться иметь деревянный дом, потому что я сейчас немного вперед забегу, ну ладно, инфраструктурные проблемы будут. Это отключение, веерное отключение света, возможно, вообще месяцами света не будет воды, не будет отопления. Все равно в деревянном частном доме прожить намного легче. Да, можно, конечно, пробурить свою скважину собственную. Со светом проблему можно решить установкой солнечных батарей. Не обязательно, наверное, их покупать. Я вот как думаю, посмотреть, наверное, ну, сам принцип, как устанавливать, да, эти солнечные панели, наверное, можно самодельно все это сделать. Сейчас я тоже перейду к этой теме насчет работы. Если проблема будет с водой в деревянном доме, можно, как сказать, в крайнем случае, ну, как сказать, такая есть же помповая, получается, да, как ее, ну, этот насос-то, то есть скважина может и типа помповой быть, ну, либо уж, если недалеко до воды, можно в крайнем случае и раскопать колодец. Так, вопрос с водой, получается, таким образом закрывается, с электричеством. Ну, также можно генератор. Опять-таки, проблема, помню, в 90-х годах была с бензином тоже. Бензин, ну, очень дорого стоил. Поэтому здесь тоже можно, наверное, какие-то смеси изготавливать. Но я не знаю, конечно, как все это делать. Но вообще вот эти вот новые послераспадовские времена, они будут требовать от вас очень сильной смекалки, невероятного духа, невероятного, как сказать, умения. Поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки будет открыт интернет, будут у вас деньги заплатить за интернет. И главное, можно, как сказать, кто-то по-любому будет делать мануалы, как там такую проблему, допустим, решил с водой, решил проблему, еще что-то. Ну, то есть, вот эти вот лайфхаки, да, так скажем, по-любому будут, если будет доступен сам интернет. Если они к этому времени, власти российские, интернет вовсе не отрубят, не отключат, если они не доберутся до интернета. Ну, если, как сказать, вариант Северной Кореи, там все намного хуже будет. Ну, мы пока говорим о варианте, когда полный распад просто, да. Ну, то есть, вот кризис, все, денег нет, задница полная, все тяжело, все плохо, как выживать, да. То есть, первое, это надо постараться переехать в частный дом, то есть, там выживать будет намного вам проще, легче, и можно принимать своих каких-то родственников, близких друзей, или еще что-то на передержку, или как-то вместе выживать. Ну, сами помните 90-е годы, как все было. То же самое повторяется, только в наиболее худшем варианте. Ладно, следующий момент – это с работой. Надеяться на то, что будут какие-то хорошие рабочие места. Ну, наверное, у кого-то они будут, но их будет очень мало. Где тем более будут стабильно платить зарплату. Такого варианта, я считаю,
не будет, поэтому, скорее всего, нужно, ну, как вот здесь развито, да, что-то типа арбайта, да, то есть однодневная, ну, еще и там называется, однодневная работа, когда ты вышел, какой-то бабушке там наколол дрова, допустим, или еще что-то, ну и там заплатили какую-то небольшую сумму, но тем не менее все равно, ну либо там бартером, да, допустим, там картошки даст или еще что-то, курицу там или яйца, ну как-то так, то есть понимаете, Россия движется к такому тяжелому положению, состоянию, что такими подработками пренебрегать нельзя будет, потому что все равно работы не будет, на работе не будут платить деньги, как бы смысл ходить вообще куда-то на работу, я думаю, теряется. Поэтому нужно заранее, если вы, как сказать, ничего не умеете делать руками, то сейчас самое время пришло обучаться этому. Особенно вот, как я уже говорил, это касается всяких инфраструктурных дел. То есть люди, кто останутся жить в квартирах, они будут устанавливать буржуйки, что-то такое. То есть необходимы будут спецы, которые смогут сварить, допустим, да, эту буржуйку, вывести в окно, ну как этот дымоход, что там, ну вот такие вот всякие приспособы необходимы будут в будущем, вот эти все умения необходимы будут, потому что люди все равно будут приспосабливаться, как-то пытаться выжить, поэтому если вы будете обладать вот такими вот умениями, как что-то сделать, сварить, придумать и брать за это определенную сумму, все равно вы без дела не останетесь, и получается вы сможете эффективно выживать в этот период. Ну, потому что все будут выживать как могут, и вот надо вот такими вот запастись умениями. Насчет инфраструктуры я уже говорил, это самое, наверное, тяжелое бремя будет, потому что особенно, наверное, для, как сказать, людей в возрасте, женщин с детьми, потому что я не представляю, ладно, без электричества, без воды еще как-то можно, да, прожить, но как без тепла жить зимой? Здесь вот люди будут отдавать любые деньги, возможности, чтобы установить буржуйки и, как сказать, ну, чтобы как-то отапливать помещение. Ну, кому-то кажется, что это вот что-то, я говорю, такое прямо нереальное, но на самом деле мы же помните, как в 90-х все было, да, когда там полбулки друг у друга занимали, как-то выживали, все это было. И мне еще повезло, что у меня дома такой был, как сказать, дом, квартира полублагоустроенная. То есть у нас еще даже в доме печка была, поэтому мы ее топили, ну, таким образом тоже выживали. Поэтому, видите, я как бы тоже не из пустого места все это говорю, знания определенные есть. Кстати, я забыл сказать. Также вас будет спасать нахождение близ каких-то водоемов, потому что можно ходить на рыбалку, рыбачить. Это тоже неплохой на самом деле способ. Ну, не знаю, насколько вы можете продавать ее, но, по крайней мере, сами несколько дней в неделю там варить уху, питаться. То есть это тоже хороший такой вариант для вашего выживания. Поэтому унывать, я думаю, не стоит. Все равно это длится, тяжелое время будет не всегда. И что делать, да? Ну, что касается... Я не могу утручаться за русские регионы. Но что касается наших республик, то, конечно, мы будем стараться. Главное, это перенастроить, в общем, наши народы на то, что только если мы сами сможем выбирать, назначать власть, руководящие какие-то органы, то только таким способом мы будем в будущем жить нормально, эффективно, богато, да. А если просто сидеть и ждать какого-то чуда, все перекладывать с себя ответственность на других, ну, то есть,
как сказать, как вот крепостные живут, да, вот так вот что-то ждать, что кто-то придет, что-то сделает, то ничего, конечно, хорошего не будет. Но мы все будем, конечно, над этим работать, потому что главное это все-таки, главное это, чтобы сознание появилось у людей о том, что все зависит от нас самих. И, ну, давайте будем честными, конечно, первая помощь, я думаю, все равно она сразу же будет поступать, все-таки, надеюсь на это, по крайней мере, в нашей республике. Гуманитарная помощь, я считаю, все-таки будет, опять же, от той же Америки, от Запада, от развитых стран. И также будет, я думаю, инвестиции. Ну, так как Рашки уже не будет существовать, не будет и, получается, санкций. В этом плане, видите, только вот как бы мы и можем надеяться на самом деле на помощь развитого мира, ну, кто другой поможет, потому что по-другому мы как бы вот откатимся на самом деле, ну, вот как и сейчас Россия, да, в 19 век, даже дальше куда-то вообще, когда там натуральным хозяйством живут люди. Поэтому надо, конечно, рассчитывать на помощь Запада, ну не только на помощь, вообще на сотрудничество, на инвестиционные проекты, ну, в общем, на мирное сотрудничество с цивилизованным миром. На это, конечно, необходимо что? Создать нормальные работающие государственные гражданские институты, суды, образование, медицину, правоохранительную систему. Ну, об этом надо задумываться на самом деле уже сейчас. Но сложные времена, вот на мой взгляд, вот так надо пережить. Конечно, это касается не только наших республик, а в принципе всей пост-России. И, как бы сказать, как бы я не любил Россию, Рашку, но я все равно понимаю, что много будут обычных людей жить, которые, да, я понимаю, они жили без своего ума, полагались на власть и так далее. Но когда и гуманитарная катастрофа коснется, все равно, возможно, им эти какие-то, как сказать, лайфхаки пригодятся для будущего выживания. Вот как-то так. На этом сегодняшнее видео, запись видео я хочу приостановить. И если будут популярные и востребованные такие вот видео, буду их продолжать. Ну, а стрим я не заканчиваю. Заново ходут Байрла, комментарий бышты, лайки тавикты, подписка ты, зену ходут, дахину зитра, байрте.